международный симпозиум, и принимают участие скульпторы из Норвегии, Скотт, Тое, и два скульптора из Венгрии, Шандер и Томаш. Хорошо, какая задача скульптора? Какая задача? Создать садово-парковую скульптуру, ландшафтную скульптуру, которая могла бы вписаться в пространство этнопарка и в пространство, другие пространства города Сыктывкара и, конечно же, нашего любимого садоскульптуры Национальной галереи. Потому что основным организатором, инициатором этого проекта с 2002 года является Национальная галерея Республики Коми. Хорошо, я смотрю, очень интересное место выбрано, да? Да, это наша мечта была уже на 3 года провести симпозиум скульптурный в этнопарке. Первые 2 попытки не совсем удались. Удались они только тем, что мы передали этнопарку несколько скульптур по результатам прошлых симпозиумов. Но в этом году у нас появилась такая замечательная, счастливая возможность сотрудничества, сотоварищества с этнопарком. И прекрасно это оправдало, это место оправдывает. Во всяком случае, недельная работа скульпторов здесь говорит о том, что это идеальное место для проведения именно скульптурных симпозиумов. Не только по условиям проживания, но самое главное, самое главное по ландшафту и по энергетике. И именно скульптура садово-парковая, вот такая ландшафтная, пленерная скульптура, она органично сюда впишется. А почему вы приехали сюда снова? Чем вам понравился Иб, это место? Как вы его почувствовали, как вы его ощутили? Но это совсем другое дело. Когда раньше ты был, у меня была презентация, проповедовал в университете как профессор. Здесь я художник. Предлагаю быть художником. Это моя профессия. И кроме того, это хорошая возможность работать с русскими художниками. Очень симпатичные люди. На форуме, да. Но я доволен. Что это будет за композиция? Абстрактная композиция. Абстрактная композиция, она будет вызывать у человека мысли разные. У одного одни, у другого другие, поэтому тут не будет какой-то определенной цели, тут просто они будут именно нацелены немного на другое, чтобы человек подумал, подошел, посмотрел, помедитировал, может быть. Вот такая композиция будет. Как вы выбирали свой камень? Камень выбирал по цвету, камень выбирал по фактуре, но все равно немного мне кажется, я промахнулся, потому что он такой слоистый. Опять же, говорю, диктует он свое направление, он идет по слоям, и иногда начинаешь, когда работать, он где-то откалывается, где-то как надо откалывается, где-то, и со временем ты начинаешь уже общую конструкцию видеть, уже несмотря на то, как он ведет себя.